2018 году Контрольная палата Республики Абхазия проверила 56 объектов. В прошлом году Контрольная палата проверила 66 объектов. В новом выпуске программы «Амчера» мы поговорим о всей проделанной работе Контрольной палаты Республики Абхазия. Здравствуйте, Роберт Иванович. Спасибо большое, что вы согласились на интервью для абхазского телевидения. Вы возглавляете контрольную палату аж с 2013 года. Наверное, хочется поговорить о деятельности, о проделанной работе за вот такой вот период времени. Здравствуйте, Рената, очень приятно вас видеть. Да, действительно, как вы сказали, с апреля 2013 года я по сегодняшний день являюсь председателем контрольной палаты. Это мой завершающий срок, это второй срок. Да, немало было сделано. Я считаю, что первый фундамент новой организации, мы все-таки считаемся новой организацией на сегодняшний день. Я думаю, что мы достойно себя заявили в нашем государстве. Орган достаточно серьезный, является высшим органом финансового контроля и подотчетен парламенту, это, можно так сказать, орган парламента. И главная его цель именно с этим и связана. Для того, чтобы все то, что мы делаем сегодня, все то, что вменено в рамках закона и в рамках наших полномочий, мы предоставляли всю информацию о проделанной работе в наш законодательный орган власти. Вы провели достаточно такую объемную работу за предыдущий год, когда предоставляли отчет, там были колоссальные цифры, объекты. Что вы можете сказать вообще о проделанной работе за предыдущий год? В рамках закона контрольная палата ежегодно представляет в парламент отчет о результатах проведенных мероприятий, о проделанной работе, годовой отчет о проделанной работе в парламент к 1 апреля соответствующего года. И в рамках действительно уже за 2019 год немало было проведено проверок, немало было проведено в рамках закона заключений всех тех вмененных нам обязанностей. И по итогам и результатам годового отчета выявлено около 1 миллиарда 105 миллионов с хвостиком рублей нарушений. В том числе, конечно, там есть и нарушение бюджетного законодательства, есть и нарушение нецелевого использования средств, неэффективное использование средств, законодательства бюджетного процесса и устройства в рамках использования распоряжения госимущества. То есть в таком формате, с такими итогами мы вышли по 2019 году. Вот для нашей реальности это достаточно серьезные такие цифры. Дальнейшие ваши действия, вы отправляете материалы в прокуратуру, конечно, потом… За 2019 год в рамках тех проведенных мероприятий материалы, около 6 мероприятий было направлено в Генеральную прокуратуру по фактам выявленных нарушений. Также помимо того, что мы отправляем материалы в Генеральную прокуратуру, нами самое главное, я считаю, вообще в деятельности контрольной палаты, это то, что представляет все сведения, все результаты проверок, оформленные в виде итога отчета о проведенном мероприятии в парламент. То есть парламент в курсе, то есть всех тех результатов проверок, которые мы посылаем. Соответственно, после этого мы уже в рамках решения коллегии, потому что по каждому материалу, уже оконченному материалу, формируется коллегия, и коллегия уже решает, что делать с данным материалом, то есть какие меры контрольная палата будет применять. И вот одной из таких мер — это направление в Генеральную прокуратуру, делаем представление, предписание ведомствам.
Там, где может быть реагирование, допустим, Министерства по налогам и сборам, пишем им письма, чтобы они реагировали по фактам выявленных нарушений, представляя при этом сведения и подтверждения. Также направляем материалы Министерства финансов в рамках закона о бюджетном процессе и устройстве. Минфин может применить бюджетные меры принуждения в случае, если контрольная палата представит соответствующий материал для принятия этих бюджетных мер принуждения. И около 4 материалов было направлено, и Минфином были действительно применены бюджетные меры принуждения. И еще хотел бы сказать, конечно же, исполнительная власть в лице главы государства постоянно после уже проведенных всех мероприятий информируется о проведенных мероприятиях и, соответственно, о выявленных фактах нарушения. Также и главу правительства, премьер-министра ставим в известность. И сам объект контроля, где, соответственно, он получает весь отчет о проведенном мероприятии. И, соответственно, конечно, что в рамках их полномочий, то есть им вменяется с нашей стороны о том, чтобы они устраняли уже эти нарушения. И в дальнейшем, чтобы они не повторялись. С какими сложностями вы непосредственно сталкиваетесь в своей работе? В чем заключается загвоздка? Не ведение учета, в чем это? Да, это наша главная проблема. Мы, кстати, ее уже неоднократно озвучивали и будем озвучивать. Мы от этого не отойдем и постараемся со своей точки зрения, со своей стороны убедить все-таки нашу исполнительную власть в том, что нам срочно нужно проводить реформирование в части учета. Именно он не изменился. Почему-то мы считаем, что он не изменился, он еще из советских времен. Никто не отменял унифицированные формы отчетности, никто. Но, к сожалению, сегодня мы видим, что и в ряде случаев констатируем отсутствие как такового не только отчетности, но, к сожалению, у нас проблемы уже с первичной документацией, из которой вообще формируется потом отчетная документация. И я могу так констатировать, могу поставить неуд. Наши парламентарии на количество времени требовали проверку Верховного суда. С чем это было связано, к чему пришли, была ли проверка, есть какие-то результаты вообще? Да, данную проверку инициировал парламент. В рамках данного постановления, принятого парламентом, контрольная палата провела контрольное мероприятие. Мероприятие было связано именно с АСИСом, то есть ее внедрение в рамках конституционного закона о судебной власти. Ее обязательно нужно внедрять, иначе все действия, то есть ограниченные сроки законом, и ее обязательно нужно исполнить и внедрить этот АСИС в Верховном суде, в судейской системе обязательно. То есть туда попадает и Конституционный суд, туда попадает и арбитражный суд. То есть, проверка в этом формате, именно в выделенных средствах из бюджета на именно реализацию этой программы. В этой части была проведена эта тематическая проверка, не весь Верховный суд, его содержание и расходование средств бюджета, а именно в рамках этой тематической проверки, именно внедрения, освоения денежных средств, выделенных на внедрение системы автоматизации. Проверка завершена, материал представлен парламенту нашей страны. И, соответственно, сейчас мы ждем выхода с каникул, с отпуска парламента, и я думаю, что этот вопрос уже встанет, и парламент будет рассматривать данный отчет. В рамках этого отчета, единственное, что я вам могу сказать, просто не хочу опережать события, ввиду того, что пока еще отчет сам не рассмотрен в парламенте, но единственное, что хочу сказать, что сам отчет направлен в парламент, поставлен в известность материалы, отправленные и президенту нашей страны. По некоторым фактам направлена в службу госбезопасности, а сам отчет о результатах проведенного мероприятия по Верховному суду отправлен также в Генеральную прокуратуру. Вы говорите о том, что все проверки вы отправляете в парламент, но и тем не менее проверки по самому парламенту, они в закрытом доступе. Всегда ли так было, или все-таки последнее время это впервые, когда парламент не дает? Я
я бы не сказал бы, что они находятся в закрытом доступе, но сам парламент — это все-таки народные избранники. Я бы не сказал бы, что они, самое главное, в данной ситуации они в курсе. Единственное, в чем я вас могу уверить, что контрольная палата объективно провела эту проверку в рамках освоения денежных средств на содержание парламента Республики Абхазия. Все выводы были сделаны, все было представлено. В рамках этого мероприятия даже были применены бюджетные меры принуждения. И по результатам также были сделаны соответствующие рекомендации и предложения по устранению выявленных нарушений в парламенте. Они действительно были. И им даже сократили сумму на содержание парламента в размере миллион, если не ошибаюсь, 1 100 000 рублей, если не ошибаюсь. Энное количество лет назад контрольная палата была одной из первых, кто заявила о криптофермах, о майнингах. Сейчас у нас очень активно обсуждается эта тема. По вашему мнению, вообще, что это, зачем это и как с этим бороться? Нужно ли с этим бороться? Да, действительно, такой факт, конечно, он был зафиксирован не напрямую, но ввиду того, что мы не являемся профильными специалистами в этой части, данный факт был зафиксирован, когда мероприятие проводилось именно по Академии наук и ее структурных подразделений, а именно в рамках проверки Сухумского физико-технического института был выявлен такой факт. Как отражено в отчете, я могу прям в материале, в акте могу сказать, что нам объяснили данный факт, когда мы увидели эту ферму, даже есть видео этой фермы. Мы не сразу тоже ее смогли найти, но в итоге мы нашли. Почему мы вышли на эту тему? Мы когда увидели, что идет большое потребление электроэнергии, честно вам скажу, мы вообще подумали, что изначально в СВТИ пошло какое-то производство. Но в итоге, когда мы посмотрели отчетные документы, как таковой готовой продукции, более каких-либо других сведений, говорящие о том, что у них какое-то движение началось внутри. И потом, конечно, мы уже поняли, что это связано было именно с добычей, скорее всего, криптовалюты. Потому что нам это объяснили официально, что идет тестирование оборудования. Так оно и было зафиксировано. Ввиду того, что мы не являемся техническими сотрудниками и не квалифицированы в этой части, но подозревая в том, что это майнинг, но мы фиксировали это. Материалы были отправлены в парламент, и также правоохранительные органы были в курсе и поставлены в известность. Результат по этой деятельности есть какой-нибудь? Ну, на данный момент, честно вам скажу, мы не обладаем каким-либо результатом, что было сделано в этой части. Также в этой части еще после, когда мы проверяли уже Черноморэнерго, там были представлены сведения. На тот момент они были, я как понял, по сведениям Черноморэнерго, они уже были обесточены, но список был представлен. Там их почти под десятку выходило. Вот в продолжение этой темы в прошлом году вы должны были завершить проверку по самому Черноморэнерго. Какие результаты? Можете поделиться? По проверке Черноморэнерго, конечно, с учетом у нас проблемы, именно внутренним учетом по электроэнергии. Это самое главное. Уже не говоря о бухгалтерском учете, но если говорить именно по электроэнергии, это главный источник, главный доход для Черноморэнерго. Там еще было проведено аудиторское заключение в рамках учета отсутствия нормативных актов, которые регулируют деятельность в части даже счетчиков, считывающих средств, их практически нету. То есть кто несет ответственность за считывающие устройства. Это очень важно. То есть это информация, которая дает нам знать, сколько электроэнергии попадает в общую сеть с главных счетчиков, как со стороны границы с Российской Федерацией, также и со стороны ИНГУРа. То есть в этой части обнаружено очень серьезное нарушение. Это получается, что на тот момент, когда мы проверяли, надеюсь, это на сегодняшний день уже устранено, и созданы нормативные акты в этой части. На тот момент это можно было просто подойти и делать с этим счетчиком, что
ну, на мой взгляд, что хочешь. И были, конечно, и другие в рамках собственности. Я думаю, что на сегодняшний день вопрос в рамках компании «Черноморэнерго» до сих пор не решен вопрос именно по собственности. Что в итоге принадлежит компании «Черноморэнерго» в рамках самого «Инкургэса» и всех сопутствующих той же самой первой, второй, третьей, четвертой перепады. Плюс по материалам проверки изначально линия, транзитная линия, которая проходит через Абхазию, если не ошибаюсь, около 38 километров, поставлена на баланс Черноморэнерго. Это отрадно, это уже, то есть она стоит на балансе. Но еще очень много вопросов, которые не решены в рамках имущества. То есть они сосредоточены на территории Республики Абхазия, плюс социальные объекты, это даже жилфонд, сады, если не ошибаюсь, там даже, возможно, есть, кажется, школа. Вот эти вопросы, то есть они висят пока в воздухе. То есть эти вопросы тоже надо срочно решать. И я считаю, что они должны, ввиду того, что они находятся вообще на нашей территории, они должны находиться на балансе Черноморэнерго. Еще один главный момент хочу сказать по Черноморэнерго. К сожалению, уже в течение месяца проводимого мероприятие очень долго шло. Потом сам парламент заинтересовался проверкой, создал комиссию, они тоже включились, и мы тоже вошли в эту комиссию. Но вот по истечении практически месяца данной проверки мы сразу по промежуточным актам направили материалы в прокуратуру именно в части неуплаты налогов, что очень нас волнует. Если бы это была бы текущая задолженность, но, к сожалению, это не текущая задолженность, а именно задолженность уже за прошлые года в рамках неуплаты, то есть платежей, то есть задолженность перед бюджетной системой, то есть перед государственным бюджетом и внебюджетными фондами. То есть это нас очень волнует, и по нашим наблюдениям, и по анализу, и по оценке уже отработанного материала, проверенного материала, мы видим, что даже возникающая текущая задолженность, она тоже нарастает. Они даже текущую уже вот за определенный отчетный период, они даже ее не могут, даже ее не оплачивают в полном объеме. Деятельность майнинговых ферм, да, криптовалюты, на ваше мнение, все-таки это нуждается сегодня в легализации или пока рано об этом говорить? Я считаю, что если это не угрожает нашей национальной безопасности, не угрожает нашей экономической безопасности, то почему бы нет? Почему бы его не легализовать сегодня? То есть все это просто нужно сделать грамотно, определить четко со стороны государства. Государство четко должно определить, что оно хочет и как оно видит данный вопрос, решение данного вопроса. Если на этом можно зарабатывать, если люди сегодня, мы прошли к выводу, и об этом многие говорят, что сегодня люди зарабатывают, то если это не угрожает нашей экономической безопасности, национальной безопасности, не угрожает здоровью населения, то почему нет? Какой выход? Как их обязывать? Может быть, есть примерно, да, предположим, дабы рассуждать на эту тему, какие-то цены поднять, все-таки отчисление государства. Просто сейчас работа идет, и все об этом знают. Но как это все узаконить? Я могу сказать, не знаю, к сожалению, или так оно должно быть, но сама контрольная палата, она сейчас не привлечена официально к этому вопросу, чтобы сейчас выйти с нашими определенными предложениями и сказать, что и как мы видим решение данного вопроса и как это легализовать сегодня. Но я думаю, что до меня доходят весточки о том, что сегодня, что правительство занимается этим вопросом. Я думаю, что наступило то настроение, когда они все-таки выйдут к определенному итогу и выйдут к определенной формуле, как это будет происходить. Говоря об общем учете страны, в каком состоянии и все-таки нужно ли именно здесь налаживать все?
Это основа основ? Без учета нет статистики, ничего невозможно планировать. Без правильного учета. Он у нас есть, но я считаю, что он недостаточно правильным и не наполнен правильной информацией. Обязательно мы во всем мире, иначе не будет учета, мы в принципе не сможем контролировать все экономические процессы на любой стадии, любую экономическую операцию, финансовую операцию. Это невозможно. Учет, наоборот, я считаю, нужно усиливать, то есть требования к учету усиливать. Не то, что там увеличивать какой-то объем документооборота, а именно то, что должно быть сегодня в организации, в субъекте, коммерческой организации, да, в том же самом бюджетном учреждении. То есть учет — это основа основы. Нет учета, это уже все, нет государства по сути. Вы проводите какую-нибудь работу, может быть, проводили уже по здравоохранению? Что вы сегодня можете сказать? Все-таки это настолько щепетильная тема для всего населения. Здравоохранение сегодня, к сожалению, не отвечает, я думаю, всем тем требованиям, которые должны они отвечать. Благо, что появился у нас закон, принят закон о здравоохранении, и теперь есть от чего отталкиваться и от чего исходить. Но у этого закона уже тоже есть срок. Но в рамках данного закона, я думаю, что очень идет вялотекущая работа в этой части, именно в части здравоохранения. Я считаю, что нужно ускорять все процессы, издания всех нормативных актов. Более того, здравоохранение, оно чувствуется очень сильно, то есть очень быстро люди могут дать оценку, потому что, наверное, нет сегодня человека, гражданина нашей страны от мала до велика, который не попадает сегодня в наши лечебные учреждения, в поликлиники. И это такой индикатор развития нашей страны, где люди четко дают оценку того, что происходит. Но я думаю, что оценка не совсем у нас, к сожалению, обнадеживающая такая, чтобы люди могли сказать, да, и все те вложения, которые сегодня происходят именно в здравоохранение, это не маленькие, это даже строительство. Государство со своей стороны делает все, бюджет делает со своей стороны делает все, и оборудование приобретается, и строятся лечучреждения, в том числе вон построена республиканская больница. Сейчас грядет строительство и подготовка проектно-сметной документации, включение в инвестиционную программу именно детской республиканской больницы. То есть это все важно, Творчальская больница, Гудаутская больница, но этого недостаточно. Результат, эффективность всех этих вложений будет тогда, когда человек попадет в больницу по определенной причине, по состоянию здоровья и выйдет оттуда и скажет, что да, ему оказали заботу и, соответственно, оказали всю ту необходимую помощь, по сути, вылечили человека. То есть это индикатор всей нашей жизни, то есть состояние здравоохранения. Это очень важно. Надо подтягиваться и не тянуть время. Потому что новое законодательство уже подразумевает и другие формы. Сегодня здравоохранение, по сути, тоже может зарабатывать. Ну, хотя уже появились коммерческие точки, это где люди могут пройти функциональное обследование, то есть органов, и проходить определенные консультации, но этого недостаточно. И еще могу что сказать, здравоохранение, вот опять-таки возвращаемся к учету. Как есть финансовый, конечно, учет, бухгалтерский учет, но также есть и учет в части даже тех оказываемых услуг, платных сегодня, да, они тоже должны оформляться договорами. К сожалению, я даже по себе могу сказать, я этого документа оборота не вижу. Даже и тогда ответственность как мне доказать, то есть как мне восполнить все те затраты ввиду, допустим,
когда условия договора не выполнены со стороны того, кто оказывает тебе эту услугу. То есть даже иной раз те документы и заключения, которые получаем, возможно, не всегда они тоже подписаны. То есть эти все моменты надо учитывать, и то есть это надо наладить, и это обязательная форма. То есть договорные отношения с пациентами, с больными. Не надо этого бояться, это надо делать. По вашему мнению, медицина сегодня должна быть платной или бесплатной? Или все-таки у гражданина должен быть выбор, куда ему обращаться? Ну, в рамках законодательства о здравоохранении там и предусматриваются эти моменты частной медицины, то есть имеется в виду платной медицины. Просто сегодня должны быть соответствующие, вытекающие из этого закона четко Министерство здравоохранения, правительство должно четко определить эту грань, где за что платим и за что мы не платим. В решении этих вопросов у вас есть какие-нибудь рычаги давления? Мы не карательный орган. Наша главная задача поставить и дать оценку того, что есть, и поставить в известность парламент, поставить в известность исполнительную власть. Конечно, в рамках этого материала мы же направили материал, и вообще сам акт уже оформленный окончательно. Сам материал ушел в Генеральную прокуратуру. Есть у нас уполномоченные органы, которые имеют рычаги в рамках в рамках законодательства. Это Министерство по налогам и сборам, которые должны реагировать. Но пока сегодня, я думаю, ситуация в данной части еще не изменилась. Само законодательство сегодня по неуплате налогов очень слабое. Поэтому такая ситуация у нас происходит, потому что здесь не только Черноморэнерго. Это вот мы сейчас, ввиду того, что говорим именно о данном объекте контроля, то у нас есть и другие частные, и также и государственные компании, которые не платят не своевременно и накопились долги перед бюджетной системой. По вашему мнению, какие поправки нужно туда ввести, дабы получить результат? Вообще-то это, насколько если знаю, вообще. если посмотреть законодательство зарубежных стран, то в некоторых государствах это очень просто решается. Это уголовное преступление. То есть, что самое интересное, налоги начисляются, но не платят, платежи не происходят. И это уголовное преступление. Люди получают большие сроки за это. То есть не заплатил, все. Сейчас остро обсуждается вопрос пенсии. Да? Вот 5 лет назад наша система перешла на банковскую карточную систему. Были потрачены огромные деньги, в сумме почти 300 миллионов, если я не ошибаюсь. Да, это система АПРА. И получается, что она себя не оправдала. И есть такое мнение, что мы не вернемся уже к этой системе, и у нас произошел откат назад, опять к этим кассам. Был ли какой-то вообще учет, велся ли, была ли какая-то проверка? Вот с вашей стороны, что сейчас происходит, что нужно делать? Ну, я думаю, что формулировка не оправдала это преждевременно. Я считаю, что она должна себя оправдать, АПРА. Для этого она и делалась. Это обязательно, она должна быть, она не должна погаснуть, она наоборот должна наращиваться. Я в самом начале разговора говорил об учете, и как раз карты имеют к этому прямое отношение, потому что мы все-таки должны идти по полной, тотальной легализации всех экономических процессов, которые происходят в нашей стране. Обязательно, в том числе и внешнеэкономической деятельности. И как раз нам в помощь будут эти карты. То есть нам максимально надо отказываться от наличных расчетов и переходить на безнал. Потому что сегодня, даже если в некоторых странах, зарубежных странах определены даже, вы попадаете под подозрение, если у вас наличность появляется в карманах, то есть если свыше такого-то там объема средств, суммы такой-то средств вы обладаете в карманах, то вы попадаете под подозрение, что вы нелегально эти деньги заработали.
Понимаете, нам идти надо по этому пути обязательно. АПРА не должна погаснуть. А что касается непосредственно самого пенсионного вопроса и ажиотажа, я выскажу свое мнение. Я считаю, что данная ситуация, которая сейчас происходит, это, с моей стороны, это неправильно. Почему было принято такое решение, я просто не представляю, не могу сказать, почему именно таким образом решается. Ну, давайте посмотрим другие наши, даже соседскую нашу страну, нашего главного партнера стратегического Российской Федерации. Что если там у них выявят мертвых душ, что они тоже пойдут, люди, граждане, допустим, в нашей ситуации, если это приблизительно около 600 человек, мы отправили чуть не более 50 тысяч людей в кассы. И тем более, что в рамках этой пандемии. Я думаю, что этот вопрос должны решить правильно. Эти материалы должны быть переданы именно на поле правоохранительной системы. Они должны решить этот вопрос. Соответственно, если необходимо возбуждать уголовные дела, должны быть возбуждены уголовные дела и принять меры по возврату, как минимум по возврату этих средств. Не более того. Но от того, что это всегда было, я думаю, и будет, наверное, потому что коррупцию, вы сами понимаете, сегодня нарушение, как говорится, всегда кто-то найдется, который будет нарушать законодательство. То есть искоренить это как бы тотально и привести под цифру 0, это очень сложно. Но в этом направлении государство, я думаю, работает. И мы к этому должны идти все. Коррупцией бороться нужно, но с нашей реальностью возможно ли вообще? Что нужно сделать? Все-таки вот говорите, вы нужно уходить от нала, нужно все-таки компьютеризироваться, нужно видеонаблюдение. В тот же самый, например, скажем, суд, да, вся эта система с чем связана? Почему она настолько удивительная, да, есть такая фишка какая-то в ней, о которой мало, может, кто-то знает. Ну, борьба с коррупцией, конечно, подразумевает и вложение, и реформу, соответственно. Без этого не получится. Без затрат не получится. Но мы должны по этому пути идти, иначе собираемость будет низкая. То есть мы в этом плане даже в рамках налоговых, таможенных платежей и всех остальных платежей, за счет чего сегодня формируется доходная часть бюджетной системы, это просто у нас другого выхода нету. Как бы мы ни затягивали этот процесс, нам уже надо. Понятно, что для этого нужны серьезные ресурсы, но хотя бы графики, план уже начать этим делом заниматься. Я считаю, здесь не стоит жалеть денег именно в этой части, потому что нам максимально надо попытаться легализовать все доходы и работать с населением. Тут еще же один какой момент. Мы все стареем. Мы взрослеем и стареем. И придет время, когда нам нужно будет идти на пенсию. А некоторые граждане сегодня, в этом плане нет никакой идеологии. Я считаю, что в этой части и через средства массовой информации надо дать понять людям, что им выгодно сегодня в белую. Иначе придет момент, как каждый из нас, и у меня тоже, наверное, не за горами это время, когда я должен буду пойти на пенсию. А какой стаж я предъявлю, если мы в большинстве своем, особенно в сфере услуг и, возможно, в туристической сфере, в торговле, большая часть наших граждан, работающих там, ну, почему-то мне так кажется, что не все официально оформленные работают по договорам. Но кто-то им говорил, что они сегодня лишаются всех этих социальных благ, которые могут быть после выхода на пенсию. Чем он будет это подтверждать? То есть и даже и этот момент, мы об этом тоже должны задумываться сейчас. И надо убеждать людей, что даже если он устраивается на работу, то он должен устраиваться не то, что нелегально. Я могу понять больше гастарбайтера, чем наших граждан. Ну почему мы идем на такие условия? И у работодателей в один момент не будет другого выхода, как не оформить его уже официально. Но мы сами что же не отказываемся идти на такие условия? А
легальная зарплата, это подразумевает выплату подоходного налога, внебюджетные фонды. Соответственно, и в бюджетную систему тоже попадут деньги. Надо идти к этому. Выхода у нас нет, если мы хотим иметь хороший бюджет, достойный хороший бюджет. В проекте «Амчра», в котором вы сегодня принимаете участие, у нас уже сложилась такая некая маленькая традиция. Мы каждому гостю задаем один и тот же вопрос. Предположим, через год мы к вам вернемся и проведем такую же беседу. Какие пункты вы можете выделить, определить и сказать: да, вот через год мы, по крайней мере, постараемся исполнить, выполнить, прийти к каким-то обязательствам, за которым там, поделимся с вами такой-то информацией? Единственное, что я могу вас уверить в том, что орган будет работать в том направлении и не будет отходить от всех тех принципов, которые определены нашим законом. Это гласность, независимость, объективность, законность. Это как бы главное, то, что у нас есть сегодня. То есть это, кстати, в начале разговора я об этом не сказал. Это очень, я считаю, позитивно влияет на саму контрольную палату. Это главное, я думаю, что фишка того, что все-таки орган независимым в этой части и констатирует, по сути, то, что видит на своем пути. Вот я могу сказать, что вот от этих принципов мы не будем отказываться и отходить. Благо, эти принципы закреплены за нами именно законом о контрольной палате. То есть изначально законодатель заложил именно эти принципы. Я думаю, что говорить о плодах, конечно, я еще раз повторюсь, мы не карательный орган. Наша главная задача донести это до всех ветвей власти, о тех проблемах, которые сегодня есть, о всех тех нарушениях, которые мы являем. К сожалению, мне тоже очень больно, не хочется кого-то наказывать, не хочется быть виновником каких-то проблем ввиду того, что контрольная палата проверила и выявила нарушения, и у определенных людей возникают проблемы. Но я считаю, что не мы в этом виноваты. Это наша работа, это наша задача, это наша главная цель. То есть мы обязаны это делать. Но хотелось бы пожелать, чтобы каждый, от кого зависит расходование средств, бюджета, это наша главная задача. Для этого мы и созданы, чтобы каждый чувствовал свою ответственность и ту меру ответственности, которую он несет за это. То есть и плод был, результат, то есть эффект должен быть, эффективность должна быть. Это все должно быть налицо. Вот как мы говорили о здравоохранении, то есть сделали, построили здание, вложили деньги, купили оборудование, все сделали. Теперь главная задача уже за людьми, за теми, которые находятся в этом здании, за теми, которые там работают. Но и главную оценку эффективности будет давать народ. Люди будут давать. Вот буквально через несколько лет истекает ваш срок вашей деятельности в контрольной палате. Есть ли какие-то планы уже на будущее у вас, с которыми можете поделиться? Я на эту тему, честно вам скажу, не задумывался и говорить не хочу, потому что дай Бог, чтобы завтрашний день для всех был красивым, счастливым, здоровым, благополучным. Роберт Иванович, спасибо большое за интервью. Мы очень надеемся, что контрольная палата и впредь будет сотрудничать с государственным каналом. Вам тоже большое спасибо, что нашли время, вспомнили о нас. Мы всегда готовы.